В его судьбе, как в зеркале, отразились драматические страницы истории Башкирской республики, родившейся в огненном горниле революции 1917 года и гражданской войны. Пребывание в антибольшевистском лагере, трагический переход на сторону советской власти, окружение башкирских войск под Харьковом летом 1919 года, оборона Петрограда осенью того же года, Усерганское дело 1920 года. Перечисленные факты биографии Халима Амирова говорят сами за себя. Кем был этот человек и чем значим для нас сегодня? Халим Амиров не был фронтменом башкирского национального движения. Напротив, он был довольно неприметным человеком, особенно в начале трехлетней борьбы за автономию. Однако он представлял собой ту категорию людей, чья незаметность с лихвой компенсировалась незаменимостью в чрезвычайных обстоятельствах. Его имя как бы выныривало из небытия и отражалось в документах именно в критические моменты истории. Халим Насреддинович Амиров родился 13 ноября 1894 года в селении башкир рода Уран, ауле Новый Артаул, Осинского уезда Пермской губернии. Ныне это одноименное село Янаульского района Республики Башкортостан. Сегодня здесь можно увидеть мемориальную доску в его честь, установленную на здании сельской библиотеки. Возле местной школы стоит бюст, напоминающий учащимся об их знаменитом земляке. Но так было не всегда. Многие десятилетия имя Халима Амирова оставалось безвестным, вычеркнутым из истории. Но документы помнят все. Метрическая запись о его рождении сообщает: Мухаммад Халим, отец башкир Азанчи, то есть Муэдзин, Насреддин Фатхуллах Аглы. Мать башкирка Марфуга Хибатулла Кызы. Будучи сыном священнослужителя, Мухаммад Халим, вероятно, получил хорошее образование в одном из медресе, о чем можно судить по его статьям и монографиям. Он в 17 году уже включился в Башкирское национальное движение за автономию Башкортостана. Скорее всего, принимал участие в всебашкирских курултаях 2017 года, где как раз таки были приняты основные документы, положения автономного Башкортостана. Так или иначе, летом-осенью 1918 года Халим Амиров определенно служил в аппарате башкирского правительства. Отдел внутренних дел правительства Башкирии, сентябрь 1918 года. Выдано настоящее удостоверение гражданину Халиму Амирову в том, что он командируется отделом народного образования в качестве инструктора по организации отделов народного образования при кантональных управах. Автономный Башкурдистан, провозглашенный в конце 1917 года и пока официально не признанный ни одной из противоборствующих сторон, ни Советской России, ни правительствами Белой России, тем не менее жил своей жизнью. Башкирская республика в формате так называемой «Малой Башкирии» состояла из 13 кантонов, в которых Халим Амиров и его коллеги создавали собственную систему образования. Свой опыт организационной работы по окончании гражданской войны он изложил в монографии «Проблемы всеобщего начального обучения в Башкирской АССР», написанной на литературном башкирском языке, затем переведенной на русский. Отношения башкирского национального движения с большевиками не задались с самого начала, итогом чего стал арест башкирского правительства Оренбургским ревкомом в феврале 1918 года. Поэтому после счастливого освобождения башкирским лидерам ничего не оставалось, как примкнуть к антибольшевистскому лагерю. Сформированное в кратчайшие сроки башкирское войско отважно сражалось против Красной армии на различных участках фронта. Однако союз с рыхлым и разнородным белым движением вскоре подошел к концу. 18 ноября 1918 года в результате переворота к власти пришел адмирал Колчак, объявленный верховным правителем России. Взявшая реванш реакционная военщина была нетерпима к вопросу национального самоопределения народов бывшей империи. Поэтому военный диктатор потребовал упразднения всех областных правительств, в том числе башкирского,
чем подтолкнул последнее к переговорам о переходе на сторону советской власти при условии официального признания Башкирской республики. Ленин немедленно заявил о безоговорочной поддержке автономии башкир, чем положил начало процессу федерализации России. И вот 21 февраля 1918 года в зауральском селе Тимясово состоялся первый всебашкирский военный съезд с участием делегатов от всех подразделений башкирского корпуса. Какова была цель съезда? Дело в том, что между политическим руководством республики и между армией был симбиоз очень прочный и глубокий. Башкирские политики были сильно зависели от армии, но армия в такой же степени зависела от своих политиков. Поэтому, безусловно, такое решение не могло быть принято без одобрения армии. Собственно говоря, военный съезд по этой причине и был создан, потому что политическое руководство республики нуждалось в одобрении своих действий и, соответственно, легитимизации тех решений, которые принял Валидов и его соратник. Дело в том, что значительная часть башкирских солдат и офицеров прохладно отнеслась к решению о переходе на сторону большевиков, а первый кавалерийский полк Мусы Муртазина и вовсе ушел обратно к белым. В этой ситуации было критически важно объяснить бойцам целесообразность сделанного выбора. Поэт Шейхзада Бабич написал стихотворное обращение к башкирскому народу, в котором изложил предысторию и обосновал причины перехода на сторону советской власти. Халиму Амирову было поручено простым языком объяснить вынужденную необходимость этого непопулярного решения. Его назначили от штаба башкирского корпуса уполномоченным по объявлению приказа о переходе башкирского правительства войск на сторону Красной армии, советской власти. Этот приказ огласил в Таналыково-Баймаково, село, ныне город Баймак. И, видимо, он проявил себя как организатор, оратор. И уже 21 февраля в Тимясово на первом Всебашкирском военном съезде было образовано новое революционное правительство Башкирской республики. Если бы не было вот таких людей, как Халим Амиров, Шейхзада Бабич, все это могло обернуться вообще трагедией. Результатом перехода на сторону большевиков стало официальное признание Башкирской республики как автономной части России. Соглашением между башкирским правительством и центральной советской властью предусматривалось формирование Красного башкирского войска. Приказ председателя Реввоенсовета РСФСР Льва Троцкого от 5 апреля 1919 года гласил: сформировать из граждан Башкирской республики 3-полковую стрелковую бригаду, а также 1 4-полковую кавалерийскую дивизию. Общая численность башкирских войск должна была составить 40 тысяч человек. Однако башкирские части вместо распущенного башкирского корпуса русской армии сразу создать не удалось, ввиду начавшегося наступления армии Колчака весной 1919 года. Башкирский революционный комитет, или Башревком, как теперь и называлось правительство Советской Башкирии, был эвакуирован в город Саранск, где и началось формирование Красного башкирского воинства. Халим Амиров также находился в Саранске. Мы видим его на групповой фотографии, где он запечатлен в числе приглашенных на свадьбу одного из членов Башкирского военного комиссариата. Однако формирование красных башкирских частей шло тяжело. Башревком сообщал в Центр: боязнь расстрела и грабежей заставляет башкирское население уходить с колчаковцами, и башкирские части продолжают упорно воевать, что в свою очередь дает повод некоторым несознательным красноармейцам обращаться с башкирами бесчеловечно. Наскоро сформированные красные башкирские части было решено отправить не на Восточный фронт, где они могли встретиться в бою со своими соплеменниками из противоположного лагеря, а на Южный фронт, к чему подталкивала текущая ситуация. Дело в том, что в июне 1919 года началось наступление так называемых вооруженных сил Юга России под командованием генерала Деникина. К концу мая, началу июня 1919 года вооруженные силы Юга России, которые возглавлял Деникин, смогли
сокрушить красные формирования, которые им противостояли, и организовать крупномасштабное наступление по целому ряду направлений. Ну, в центре всего этого наступления была современная Украина. К моменту прибытия башкирских частей фронт красных находился в ужасном организационном состоянии и медленно, но неуклонно двигался на север, то есть отступал. 13 июня 1918 года командование Красной Армии получило телеграмму Башревкома. Наши 4 полка 10-го выехали в Харьков для несения гарнизонной службы. Однако вместо гарнизонной службы башкирам пришлось сходу вступить в бой с противником близ станции Лозовая. Первым принял удар 2-й кавалерийский полк Усмана Терегулова, шедший впереди башкирской группировки. Усман Терегулов, 1894-1943, уроженец деревни Карагалы Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне Благоварского района Республики Башкортостан. Происходил из дворянского рода Терегуловых, прапорщик царской армии, поручик башкирского войска, арестован в 1936 году, умер в местах заключения в 1943 году. Усман Терегулов впоследствии вспоминал: «После того, как я совершенно неожиданно наткнулся на противника и информировал сзади следующие 3 полка, немедленно был создан штаб бригады во главе с начальником бригады товарищем Ишмурзиным Сулейманом, ныне щитовод Башторга, и комиссаром бригады Амировым Халимом, ныне сотрудник Наркомфина. И управление боевыми операциями перешло в ведение вновь организованного штаба бригады». Сулейман Ишмурзин, 1893-1937, уроженец деревни Кинзя-Булатова Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, ныне Ишимбайского района Республики Башкортостан, подпоручик царской армии, штабс-капитан башкирского войска, расстрелян в 1937 году. Таким образом, в связи с изменением боевой задачи башкирским полкам пришлось организоваться в отдельную башкирскую бригаду и выбрать себе командование. Командиром бригады стал Сулейман Ишмурзин, комиссаром Халим Амиров. Буквально с колес поезда башкирские части вступили в бой с кубанскими казаками, которых возглавлял генерал Шкуро. Здесь нужно отметить, что башкирские части остались одними из немногими вооруженных сил Красной Армии, которые оказывали хоть какое-то стойкое сопротивление противнику, потому что основная масса красных сил отступала, оставляя свои боевые позиции, оттягивалась назад, оголяла фактически ключевой стратегический пункт, город Харьков, который на тот момент именно таким являлся, и создавали угрозу окружения башкирской бригаде. Усман Терегулов писал: «Всю линию от станции Мерефа почти до станции Лозовой крепко спаянная башкирская дивизия за ночь превратила в железную стену, о которую разбилось немало белогвардейских полков Деникинской армии, в том числе конный корпус генерала Шкуро, ибо это было центральным направлением наступления Деникинской армии на Харьков, столицу Советской Украины». Башкирская бригада находилась в кольце окружения и несла большие потери. Положение усугублялось предательством Красного командования, намеренно задерживавшего поставку боеприпасов и пытавшегося разделить башкирскую бригаду на отдельные полки. Заподозрив неладное, Сулейман Ишмурзин и Халим Амиров взяли на себя ответственность игнорировать приказы Комитета обороны Харькова, один из членов которого, бывший полковник царской армии, а ныне военный специалист Березовский, затем переметнулся на сторону Деникина, чем подтвердил подозрение в измене. Последними покинули Харьков 2-й башкирский кавалерийский полк и отряд Харьковского военкома Александра Пархоменко. 25 июня город был занят войсками Деникина. Башкирская бригада отступила к городу Сумы. Сулейман Ишмурзин и Халим Амиров отчитались перед военкомом республики. Отдельная башкирская бригада в составе 2 стрелковых, 2 кавалерийских полков с 16 по 24 июня включительно участвовала в боях на линии Харьков-Лозовая, Харьков-Люботин.
Башкирские полки дрались героически. Противник в нас видел и видит сильнейшего, опасного и дисциплинированного врага. Башкирская бригада получила пополнение и была преобразована в отдельную башкирскую кавалерийскую дивизию, командиром которой был назначен Ахлау Ахлов. Ахлау Ахлов, 1891-1937, уроженец аула Балтинский, кубанского казачьего войска, ныне Кизил-Юрт Карачаево-Черкесской республики. Происходил из рода ногайских князей, штабс-капитан царской армии, примкнул к башкирскому национальному движению летом 1918 года, расстрелян в 1937 году. Халим Амиров был отозван обратно в распоряжение Башревкома в Саранск. Вместо него комиссаром дивизии был назначен Нуриакзам Тагиров. Нуриакзам Тагиров, уроженец деревни Левашевой Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне Аргаяшского района Челябинской области, один из организаторов башкирского войска. С 1929 по 1938 год отбывал тюремный срок в Соловецком лагере. Дальнейшая судьба неизвестна. Башкирская кавалерийская дивизия сражалась на Южном фронте до конца лета. Осенью 1919 года в связи с наступлением генерала Юденича возникла угроза падения колыбели революции Петрограда. Взоры большевистского руководства сразу же обратились к ней, зарекомендовавшей себя на Южном фронте с наилучшей стороны. Для экзекуции финляндской буржуазии мы найдем надлежащую силу. В числе тех дивизий, какие мы теперь перебрасываем на Петроградский фронт, башкирская конница займет не последнее место, и в случае покушения буржуазных финнов на Петроград, красные башкиры выступят под лозунгом «На Гельсингфорс», то есть современный Хельсинки. Финны воздержались от вмешательства во внутренние дела России. Однако войска Юденича неумолимо двигались к Петрограду, тесня 7-ю армию красных. Понимая, что ситуация осложняется, по приказу Троцкого, председателя Реввоенсовета, все имеющиеся то же самое башкирские войска, которые на тот момент в Белебее, в городе Белебее формировалось, отчасти формировались отдельные башкирские стрелковые бригады, и из Южного фронта была переброшена в Петроград, ныне Санкт-Петербург, части Башков дивизии, то есть и практически в сентябре в Петрограде было сосредоточено более 10 тысяч башкирских солдат и офицеров. Ядром башкирской группировки была отдельная башкирская кавалерийская дивизия. Поскольку кроме нее были и другие подразделения, возникла потребность в координации организационными процессами. Для этой цели Башревком назначил особо уполномоченного в лице Халима Амирова, которого можно видеть на многих фотографиях рядом с командованием дивизии и неизменным портфелем в руках. Появление башкир вызвало нескрываемую радость властей Петрограда. Мое сообщение на заседании Петроградского совета о том, что в состав Петроградского гарнизона войдут башкирские части, вызвало бурное приветствие по адресу башкирского трудового народа. Товарищ Зиновьев провозгласил, что башкиры будут приняты как братья. С товарищеским приветом, Троцкий. Башкиры приняли на себя очень тяжелый удар отборных частей белых. Удалось не просто отстоять оборону и отразить атаки противника, но в дальнейшем перейти в контрнаступление совместно с другими красными частями. По итогу башкиры и другие красные подразделения освободили ранее захваченные войсками Юденича населенные пункты, включая Пулково, Ямбург и целый ряд других населенных пунктов, и выйти фактически на оперативный простор. На радостях власти Красного Питера организовали масштабную фотосессию, благодаря которой мы располагаем бесценным фондом визуальной информации о башкирских войсках и их командирах. Постановочная работа фотографа имела целью показать работу штаба. В центре Ахлау Ахлов и Нуриакзам Тагиров, которые водят пальцами по оперативной карте. За спиной Тагирова стоит Халим Амиров, устремивший взор на стол.
Его же мы видим рядом с Хасаном Ахмировым, командиром башкирской стрелковой бригады на Южном фронте. Халим Амиров кутается в роскошную, подчеркивающую его особый статус, шубу. В руках все тот же портфель. А вот он уже в шинели с шевроном башкирских войск рядом с Ахлау Ахловым и Нурякзамом Тагировым на одной из улиц Питера. Здесь мы видим Халима Амирова верхом на коне, в окружении тех же лиц, принимающих парад башкирской кавалерии. За героизм, проявленный при обороне Петрограда, многие солдаты и офицеры башкирских частей получили награды, что было бесспорным признанием их заслуг. В чем причина столь высокого боевого духа бойцов? Идеи революции были чужды большинству башкир. Мало того, по декрету о земле они потеряли миллионы десятин своих вотчинных земель. Тогда ради чего они сражались на Южном, Петроградском, Уральском и Польском фронтах? Ответ прост: за свою национальную автономию, за право говорить и получать образование на родном языке, за право на развитие собственной культуры. О своей беспартийности башкирские лидеры заявили еще в фирмане номер 1 в далеком 1917 году. «Мы не большевики и не меньшевики, мы просто башкиры». То есть они выражали мысль, что пойдут воевать за кого угодно, кто гарантирует им право на самоопределение. Пока башкирские солдаты умирали на Пулковских высотах и под Ямбургом, защищая Петроград, председатель ВЦИК Михаил Калинин, выступая на закрытом заседании Оренбургского губкома 20 сентября 1919 года, цинично заявил: «Автономия Башкортостана – буф для восточных народов. Мы башкирам не верим, гоним их солдат под Питер». Попытка Оренбургского губкома РКП создать башкирский партийный центр крайне важна. И нужно, чтобы она дала реальные результаты. Нам надо играть в их автономию, повсюду пролезать к ним и коммунизмом парализовать их корни. То есть предлагалось создать параллельный центр власти в лице башкирского обкома партии, учитывая, что башкиры-коммунисты исчислялись единицами. Политическая установка Калинина реализовалась в марте 1920 года, когда парторганизация предприняла попытку отторжения от Башкирской республики самого южного Усерганского кантона. Этот кейс в историографии получил название «Усерганского дела». На юге республики, в Усерганском кантоне, коммунисты сменили практически власть Усерганского кантона. Более того, они начали призывать присоединение целого Усерганского кантона к Оренбургской губернии. Ну, понятное дело, что все это, скорее всего, организовывалось Оренбургскими губернскими властями. Реакция Башревкома на переворот, осуществленный в одной из частей республики, была мгновенной. Была организована специальная комиссия во главе с Халимом Амировым, который с отрядом в 100 человек выехал в село Чеботарево нынешнего Кувандыкского муниципального округа, арестовал сепаратистов и сам возглавил Усерганский кантон. Центральная власть встала на сторону оренбуржцев, что наглядно продемонстрировало политику двойных стандартов. В итоге Халим Амиров был исключен из партии, однако его решительные действия пресекли дальнейшие попытки расчленения республики и послужили уроком разного рода нигилистам в национальном вопросе, в том числе Калинину. По окончании гражданской войны все деятели башкирского национального движения были отстранены от процесса государственного строительства республики. Последние годы жизни до начала Большого террора они коротали на незначительных должностях. Мухаммед Халим Амиров не избежал подобной участи. Он работал в наркомате финансов, затем на Уфимском моторостроительном заводе, пока не был арестован в октябре 1936 года. Дальнейшая его судьба неизвестна, в отличие от его прежней, чрезвычайно яркой жизни, когда он и его соратники самоотверженно работали, сражались и умирали во имя светлого будущего своего народа, навечно вписав свои имена в историю Башкирской республики.